концерта. Было ли оно? Было ли какое-то образное решение концерта? На каком языке? In progress. Нет, правда. Вот вопрос. Именно какого-то образа, который прошел через все представление. Оно было? Я так понял, что хотели вот мелодию. А было ли еще на практике что-то получилось у нас? Ну, по мелодии-то у нас и получилось. Пусть, может быть, не так откровенно, как хотелось бы. Но по мелодии я считаю, что получилось. А по образному нет. То есть не было единого. И была задумка по интерактиву с залом. По районам, что из зала выкрикивают районы. Круто. В промышленном блоке передавали в гости зрителю, то есть... Это я видел. Задействовали, то есть вот в каждом фрагменте, что вот они люди на сцене, это повествование, и вот они люди в зале, здесь и сегодня, и сейчас, чтобы это соединить со зрителем. Да, ну, это вообще такая общая история, что очень мало где был реализован диалог со зрителем. В малом количестве работ. В основном это были какие-то раздаточные истории. Вот я помню, у Сыктывдина что-то раздавали во время вашего театрализованного представления. Я помню, что еще, наверное, не до конца все помню. Но мне кажется, раздавать мало. И вот ведущие, которые были, многие взяли такой прием, как ведущих, чтобы вести концерт. И ведущие почти не общались со зрителями, нигде. Ведущие всегда были в себе. Хотя, когда показывали зал, я вижу там очень довольные люди, значит, все работало. Значит, все так и должно быть. Видимо, это просто мне по ту сторону экрана. Хотелось бы, чтобы меня немножко взбодрили. Может быть, это на сценах это было и не так. Это что касается общего концерта. Виктор Михайлович, может, что-то еще по общему концерту вместе скажем? Ну в смысле, я подключусь, наверное, к разговору, ты как звуконемой. Коллеги, здравствуйте. Конечно, обсуждать то, как называется, колотый. Обсуждать какое-то мероприятие, дело неблагодарное и, может быть, даже не хорошее, но, тем не менее, пока Артемий отдыхает, я хочу тоже в дифирамбах немножко излить свои впечатления. Здорово, что этот проект, который придумала Татьяна Николаевна, сейчас она ушла, не слышит это все. Я слышу. Я думаю, что будет еще и третий выстрел вот всего этого. Уже 3 у нас было, 3 прошло. Да, но пускай будет 23 еще. Вот, поскольку это живой памятник вам и всей нашей культуре, мне посчастливилось видеть много-много мероприятий и самому со своей командой делать. И когда мы буквально с первых дней, с определенной дистанцией в 10 лет, радовались тому, что многие районы научились своему командному ощущению пространства, ощущению сцены, подачи своего материала. И радовались тому, что это вот пестроту своего района во многом это все удалось. Когда мы подходили после первых концертов в каждом районе, что-то пытались говорить, но мы тройкой ходим, Гнедых и Пупышева в центре Напалкова. Ну, наверное, надо взять микрофон. Поддерживаем. Михайлович, вас там не будут слышать. А нет, у нас вот этот микрофон. Да, он слышит. Я его немножко... Не, вы можете даже его не трогать, он широконаправленный. Ага. Сбила ведь специально меня. Это был тактический вот, поскольку в каждой команде, у каждого района были наши выпускники колледжа культуры, кто-то у Натальи Михайловны, кто-то Татьяна Трофимовна, кого-то я лично знаю. И нам было приятно, и в то же время мы пытались каким-то образом, тут у тебя вот все здорово, тут у тебя вот то, а потом нам запретили это все делать, и нам стало неинтересно. Хотя, просматривая сейчас материалы, я тоже, как Арсентий, пытался анализировать, но у меня ноутбука такого крутого нет. Вот, поэтому я писал, папка вот тут есть, почти на каждый район около 3 страниц. Но озвучивать сейчас это зачем? Самое главное, что это состоялось, это было, и если хотите, то можно вот в рамках клуба режиссеров посмотреть еще раз
вашу работу и вот просто детально разбирать. Здесь хорошо, здесь отлично, а здесь вообще гениально. Да? Но есть, конечно, какие-то моменты, которые нужно дотягивать, дорабатывать, ну, всевозможные глаголы применять и так далее, и так далее. Если это вам нужно. Я даже пытался к некоторым районам достучаться до приезда в Сыктывкар, ну, пригласите для консультации, для просмотра хотя бы генеральной репетиции. Не все районы соглашались. Ну, это дело ваше. Как бы залезать в пространство, где тебя не хотят, это не хорошо. Я, к счастью, воспитан неплохо сапогом своего отца, но поэтому поступал тактично. Что касается вот гала-концерта, в силу того, что я в это время немножко прибаливал, я приходил утром, так это издалека посмотрел, как и некоторые районы. Кайгородский я издалека смотрел, Усть-Вымский издалека, я имею в виду в театрах и филармонии. Вот. Ну, остальные я видел. Во-первых, площадка не столь выигрышная была выбрана для гала-концерта. Но поскольку делать было нечего, деньги нужно было осваивать именно в этом календарном году, то есть прошедшем. Да? Ну, мы все знаем, что такое целевое использование бюджетного ассигнования и так далее, и так далее. Вот. И отсюда некоторые, может быть, нам надо даже на кого-то сваливать. Да? Давайте свалим на площадку. Были некоторые моменты, которые были не в пользу качественного такого показа. Очень удачным было с самого начала Вера, наверное, да, где, по-моему, она пришла, нет, Вера? Вот, удачным был вот этот прием с ребенком. Колыбельная, потом ребенок говорит, что вот мой папа, то-то. То есть я воспринял изначально, говорю, гениально, вот сейчас этот малыш будет расти и расти, потом уже город будет строить, потом уже своим внукам будет говорить. То есть поколение от маленького до столетнего дедушки, у которого уже такое поколение, что держите эту республику, в которой я родился и в котором я столетний сегодня передаю вам эстафету. Вот этот человек через всю вот эту нить, красной нитью, да, но это было уже потом дробленно. Мне это, или я так пассивно смотрел, но я не увидел продолжения этой гениальной мысли, метафоры через человека. Человек-памятник. Потом скажешь, Вера, ну? Я ничего не говорю. Ага. Если я сам вижу, то вот. Немножко сбили меня вот эти торжественно официальная часть в финале. Потому что уже все, кода была, завершилась, она мощная почти получилась, да. И когда вот муниципальные районы стали подниматься, это мое мнение. Конечно, да, хотелось каждому главе подняться, каждому от имени главы получить. То есть это получилось мероприятие в мероприятии уже. Ну, никуда не денешься. Сегодня нам многим диктуют. И каждый начальник, который над нами, он и режиссерское, и хормейстерское образование имеет, и хореографическое, все подряд. И мы вынуждены это проглотить и пропускать. Что очень понравилось, то, что команда работала, я видел, иногда клинивался, иногда бурчал, иногда соглашался, иногда нет. Но вот надо продолжать, наверное, эту работу в том плане, что, ну, крамольного ничего не скажу. Но вот именно ваша команда молодая, еще мало вас пинали, скорее всего. Давайте доверьте, чтобы вас подпинывали те, которые уже в старые валенки. Да? Мы готовы прийти к вам, и та же Гнедых, и Татьяна Трофимовна, чтобы вовремя подправить. Потому что в некоторых моментах гала-концерта были такие по качеству разноуровневые. И они резко отличались, резкие переходы, резкие перепады. И вот лейтмотив уже уходил. И дальше уже был обыкновенный концерт.
Еще раз говорю, никого не хочу обижать, но это мой понятийный уровень и мое впечатление. Тоже я еще не сказал. Может быть, я потом еще раз клянусь. Ты отдохнул? Да, я не то, что сильно устал. Спасибо огромное. Так, я, наверное, хочу поговорить на какие-то общие вопросы, которые, опять же, вот Иван тоже выделял, когда писал мне задачу, что мне нужно посмотреть, что нужно оценить. И давайте поговорим на тему, вот, например, экранов. Экраны были у всех вообще. Почти у всех. Почти у кого-то. У кого-то не было, я не могу вспомнить, какой район, но там был в театре драмы, там был просто экран не светодиодный, а вот такой. Проекционный. Проекционный. Нет, ну не важно, главное, что видео. Да, я вот, к сожалению, не могу сейчас вспомнить, в каком районе, ну, неважно, давайте вот эту проблему просто обозначим, что светодиодный экран, он не всегда может работать как художественный фон. Далеко не всегда. И далеко не каждая картинка подходит. Потому что светодиодный экран – это безумно сильный акцент. Даже не то, что смысловой, он акцент именно световой. То есть это как осветительный прибор. И даже если мы на него ставим самую умиротворяющую картинку с зеленью, водопадами и прелестями природы, а на фоне у нас, причем картинка динамичная, а на фоне стоят статичные исполнители, волей-неволей исполнителей зритель не запомнит. Он будет смотреть на динамичную картинку за статичными там, исполнителями, которые стояли и очень красиво пели акапелла. С этим нужно очень быть осторожными, потому что вот в каких-то районах я видел вообще на протяжении всего представления. Я даже сейчас, у меня прям была такая отметочка. Сейчас, секунду. Вот. Прилузский район. Есть кто-то здесь из Прилузского района? Да. Здравствуйте. Мы здесь. Вот. У Прилузского района на протяжении всех номеров и всего концерта были фотографии. Архивные фотографии, привязанные к теме номера. Если хоровод, то это фотография, видимо, того учреждения, где эти хороводы водят. Если это там какой-то смысловой танец, нам тоже показывают какую-то архитектуру. Причем слайд-шоу меняется во время номера. И во время танца это вообще делать очень опасно, потому что можно все пропустить, засмотревшись на эти самые фотографии. Вот. Если говорить про экраны. Опять же, конечно, идеально было бы делать как на гала-концерте и специально для каждого номера делать видеоконтент. Но это, как мы понимаем, очень дорого. Есть, конечно, готовые футажи, есть готовые картинки, которые можно находить в интернете и при помощи них все антуражить, но периодически, конечно, все-таки приходится изготавливать какой-то контент, и если вы берете... Вот в чем проблема светодиодного экрана? Если вы взяли светодиодный экран, мало его купить, надо на него еще сделать контент. А чтобы сделать контент, это тоже нереальные вложения, это нереальные деньги. Периодически там действительно уходит 100 тысяч рублей там, за какой-то концерт, просто за видеоконтент. Так что с экранами нужно всегда быть осторожными. Но, как житель Петербурга, как режиссер одного из главных районов Петербурга, я жутко завидую всей Республике Коми, потому что у вас столько экранов, сколько я никогда в жизни не видел. Нам никто такого не дает, никто, как бы мы ни старались, у нас 3 светодиодных экрана на весь город, и все в клубах стоят, никто их, естественно, никому не даст. Я на полном серьезе, это меня сильно поражает. Вот, насколько богатая республика, не только талантами, но еще и экранами. Очень хочется, конечно, работать с вами и с экранами, есть много задумок. По экранам, может быть, кто-то что-то тоже хочет сказать по экранам, или как-то есть какая-то активная мысль, которую кто-то хочет выразить. У нас же все-таки разговор. Окей. По экранам мы еще вернемся как к выразительному средству. По реальным героям. Когда я смотрел все
концерты много кто использовал прием реального героя. То есть брали какого-то настоящего человека, представляли его как этого настоящего человека, каким-то образом включали его в действие. И тут мое сердечко, конечно, украло Воркута. Никого нет из Воркуты? Слушают. Воркута. Потому что, я не знаю, смотрели, не смотрели концерт, у них с самого начала мера условности была такая интересная, то есть это не был строгий концерт, они начали, если не ошибаюсь, с песни «Этот город самый лучший город на земле», с переделанными словами на Воркуту, притом там еще с мелодией красиво поиграли, и я сразу понял, что концерт немножко хулиганский. То есть в нем можно будет себе позволить гораздо больше, чем в концерте, который начинается с обряда, или с хора, или с оркестра. То есть здесь они сразу на это меня настроили, и я ждал. И мои ожидания были вознаграждены, когда на сцену вышли 4 или 5 шахтеров и начали делать КВН. Ну, такой, знаете, легкая вставка КВНа. Потом они такие: а кто, как не шахтеры, споют песню про шахтера? Берут инструменты, начинают играть, начинают петь. Абсолютно весело, здорово, оторвано от реальности. Это так здорово. Ну, это так круто, когда реальные герои вот настолько органично вписаны в действие сюжета. Мне это прям очень сильно нравится, и я с этого прям вот тащусь. Наверное, завидую Воркуте, потому что мне, наверное, так органично никогда не приходилось вписывать никого. Что еще по Воркуте хочется сказать, что, конечно, тоже большущие молодцы. У них там население 52 тысячи человек. Они сказали, я так понимаю, большинство действительно обладает какой-то серьезной профессией, им не до творчества. И было видно, как быстро, как часто и как в каком мыле ребята периодически переодевались. Там была ведущая, она пела еще в другом коллективе, еще играла в другом коллективе. Ну, может быть, вы знакомы с ребятами, кто-то выступал. И это великолепно. Там я просто преклонялся перед людьми, которые там творили. Это здорово. Это настоящее народное творчество и огромный энтузиазм в глазах у каждого участника. Там не было никого безучастного. Еще видно, что очень хорошо работают с артистами и как-то их настраивают. Ну, или они там сами друг от друга заряжаются, не знаю. Но вот в Воркуты все были очень заряжены. Что еще хочется из такого общего? Ну вот про реальных героев. Вот надо вписывать реальных героев именно в само театрализованное представление. Может быть, что-то про реальных героев скажете? Есть какие-то соображения, мысли? Ну вот именно. Сейчас трудно вспомнить, кто использовал реальных героев, но хороший был момент у Сыктывкара, когда они пытались вывести медведя, по-моему, и мальчонку. Кто помнит, да? А потом чего-то они этого мальчонка упустили, и в конце глава города сама вышла, чего-то вот как-то вот, ну, немножко вот неувязочка была в том, что переход от художественно-творческого к официальному такому моменту, и вот тут как бы рушится вот тот домик. Я минусую в том, что Сыктывкар показал гала-концерт какой-то очень частные формы, когда можно было это сделать очень еще мельче, чем другие районы, но очень вкусно. Но это дело города, дело всех, кто делали его. Но мне просто хватило одного отделения, честно скажу. Вот, главное, чтобы финал был хороший. Вот момент был использован очень здорово. Я не помню, у кого еще были герои, просто на некоторых концертах я просто не был. Зарань это не помню. Там реальные герои. Вот у Иры там хорошая метафора, вот ловпу, это ловши, да, это метафора через дерево жизни, дерево рода, дерево, которое хранит свои корни. Да. Вот, поэтому тут тоже своеобразная метафора. Но самое главное, очень часто можно было простыми глазами, даже не с образованием режиссера либо культработника, увидеть разницу, как они разнятся, форма и содержание. Выбрали одну форму, а содержание немножко другую сторону укатывает. Вот. Тут, конечно, можно понять ваши возможности, коллективов, какие-то другие моменты, можно понимать, но
Диктовать подчас вам не получалось, скорее всего, это я знаю сам по себе, и сегодня даже сталкиваемся с этими моментами. Культура сценическая. Мы все воспитываем и сами себя воспитываем. Когда на сцене выходят, ну, давайте возьмем элементарный кокошник, и там челочка, либо незакрытый тыл у кокошников, кроссовки у хоровых коллективов народного плана и так далее. Вот такие моменты, которые просто иногда режут глаза больше, чем некачественное звучание, либо интонирование хоровых коллективов. Ну, поймите, вот тоже такое можно было увидеть. И чаще всего вот на это и бросается в глаз. Пока тайм-аут беру. Хорошо. Спасибо. Я вспомнил еще реального героя, кстати, был как раз Ухты. Да. У вас оперная певица. Да. Очень красиво ее преподнесли. И, конечно, вот я тут же концерт твой всем отправил, Саш, потому что по плотности это просто каждый номер финал. В смысле, ощущение, что просто все, каждый номер обантуражен, это концерт мечты. Вот если бы концерт можно было создать в вакууме, без влияния всего вокруг, вот получился бы концерт из Ухты. Мне кажется, это очень круто, очень здорово, очень плотно. Но если задавать вопрос, то, наверное, вопрос такой же, как и к главному гала-концерту. Образное решение. Я его пытался уловить, но, наверное, не уловил. Может быть, просто... Хронология развития города. Да. С отражением города в республике. Ну, то есть время, да, развитие. Ну, это я понял, да. Но хотелось какой-то, может быть, визуальный образ, который бы зародился, закрепился и в конце распустился, как прекрасный цветок города Ухта. Город, рожденный нефтью, у вас, по-моему, да, называется. Ну, вот, может быть, не знаю, как на эту тему подумать. Но, конечно, по плотности. Я просто не представляю, если бы я сидел в зале, мне кажется, и меня бы прихватило. В какой-то момент еще сильнее, еще больше. Ну все, теперь уже все на сцене. Нет, они еще по проходам пошли. Класс, очень круто. Я жутко... Жалко, что их не было. Да. Жалко, что не все приехали в Сыктывкар. Так, на какую тему еще поговорить? Так. Просто вы себе даже представить не можете, что сейчас происходит в голове, как я сейчас пытаюсь сегментировать все концерты. Ну вот, давайте тогда про Сыктывдин как раз. Вот, Андрей Валерьянович, вы мне рассказывали. Круто. Ну, в смысле, вы сказали, что круто. Я посмотрел. Круто! Очень круто, очень круто. Это вот, знаете, многие, наверное, видели. Это то самое театрализованное представление. Вот как оно должно быть по учебнику, вот оно вот так вот и есть. Очень четко, с сюжетом, с номерами. Номера никто не объявляет, все вписаны. Нигде нет ни одного случайного человека. Присутствует драматургия. Там даже, я бы сказал, очень сильный литературный сценарий. С документальным материалом, со всем, образовательная функция. Пожалуйста, четко понимаем про Зарынь, про Шонды, про мне, стороннему человеку. То есть целевая аудитория этого представления – любой турист, приехавший и посмотревший это. Круто. Все понятно, все структурировано, все четко. Вот. Что еще сказать? Да, все. Не могу ничего сказать, потому что видно, что это просто отработанная программа, в которую вложились и деньгами, и эмоциями, и творчеством, и все, кто это делал, большущие молодцы, здорово, что такая программа существует. И я правда считаю, что она могла бы попасть в какой-то вот такой список мероприятий, которые бы могли посмотреть туристы. Да. Это очень круто. Да. Или финно-угорский мир завоевания. Да, здорово. Да. Печору вы смотрели? Печору смотрел. Я все смотрел. Печора. Что написано? Хорошо написано. Так. Напомните, пожалуйста, а кто-то из Печоры есть? Удаленно. Они не могут с нами связываться? Вот там уже чат, 7 сообщений. Надо будет потом почитать, что они напишут. Печора. Плотная программа. Все, вспомнил. Они сделали... Был закадровый голос, который рассказывал о Печоре, о реке, о том, как река Печора, все верно? Я ничего не путаю? Я молодец.
Вот. Видите, как мне тяжело, потому что я был только в Сыктывкаре, в Сыктывдине, да, сказание о Печоре, о том, как появилась река, они вначале рассказали, и все было закадровым голосом. Очень многие брали этот прием именно закадрового голоса. Почему нет? Все может быть. И чем больше мне объясняют, еще мне очень нравилось, что почти перед каждым концертом Мусмир делал, да, в основном трансляции все? Да. Спасибо ему большое, Мусмир. И вот это вот в начале видео, это тоже они, или это уже режиссер концерта Это сделал? все сами. Все сами. Это видео Спасибо наше большое было. тем, кто сделал такие видео, потому что мне, как человеку, действительно, который не выезжал за пределы Сыктывдина ни разу, я, к сожалению, был только в Сыктывкаре, в Сыктывдинском районе, это самая дальняя точка от Сыктывкара, в которой я был. Я, конечно, очень хочу попутешествовать по району, и вы мне дали такую возможность благодаря тем видеопрологам, в которых вы объясняли, где вы, что вы делаете, что градообразующее, и это очень круто. Это важно, и тогда это немножко дает дополнительный смысл этому проекту, чтобы он не остался просто так лежать у кого-то на полочке, просто чтобы он не стал какой-то очередной строчкой в чьем-то отчете, а стал национальным достоянием, где вот кого-то спросят, а что такое Коми? Вы такие, а вот Коми, пожалуйста. А что такое Усть-Кулом? А вот вам Усть-Кулом. Что такое Печора? Пожалуйста. Считаю, что это здорово и круто. Вот. Прошу прощения, что если... Да. Печора может выйти на связь. Хочет выйти. Так, ну давайте. Что нужно сделать? Ну, они должны подключиться, вот сейчас подключаются. Хорошо, могут выйти, давайте, если хотят, выйти на связь. Сейчас, через секунду отставания. Не проблема. В этот микрофончик лучше говорить? Можно тут, можно послышать. Ну хорошо. Вчера говорили... Я хочу сказать спасибо большое за вашу оценку нашего мероприятия. Очень приятно это слышать. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое за ваше творчество. Нету видео, да, у вас? Нельзя на вас посмотреть? Вот она я, есть видео на картине. Сейчас мы вас увидим. И вот видео мое. Если вы сейчас что-то скажете, вы появитесь на экране, если я правильно понимаю механику данного приложения. Всем здравствуйте. Нет, не получилось. Ну, ладно. Все, здрасте, мы вас видим. Ирина, скажите, пожалуйста, вот я не подготовил вопрос, друзья, помогайте. Давайте зададим Ирине вопрос. Посмотрел ваше мероприятие, и все мне понравилось. Увидел историю, увидел закадровый голос, увидел историю Печоры. Да, все, слушайте. Подключился бы кто-нибудь более проблемный. У вас все хорошо. С какими трудностями столкнулись, когда делали мероприятие? Не всегда были трудности. Возникали чисто технические проблемы, такие небольшие. Но я не знаю. Мы работали командой, нам было легко и просто работать вместе, поэтому у нас все получалось. Кто занимался строительством моста? Кто постановкой? Постановкой строительства моста занималась Галина Владимировна Чепранская, руководитель народного коллектива «Молодежный театр Перекресток». Понравилось? Хорошо. Очень похоже? А я вспомнил, кстати. Да. Похожая ассоциация. Да, ассоциация возникла между периодом индустриализации в Ухте и там, ну, в принципе, один период вы реализовывали. Все возможно. Спасибо огромное, Ирина. Спасибо большое. Рады вас видеть, рады вас слышать. Оставайтесь на связи. Что-то будет еще интересное. Наверное. Так. Виктор Михайлович, что-то хотите сказать еще? Завершение может? А я не знаю, да. Нет, еще не завершение.
Нет. Да. Устцилимский район. Сейчас, секундочку, нам написал Устцилимский район. Сейчас я посмотрю. Устцилимский. Вот, Устцилимский, я вспомнил сейчас. Устцилимский район, написали просто ребята, что хочется мнение Арсения. Смотрите, первое, что я вспоминаю, это зарисовки из жизни. То есть там вы делали световые лучи, в которых были какие-то сценки из жизни коми-человека, ну, видимо, устцилимца. Я помню песню «Россию строят мужики». Вот это я точно помню. Она мне понравилась. Крутая такая, заряжает «Россию строят мужики». Это хорошо. Нет, там точно... Чё? О, здрасте! А можно звук тоже включить? Я уже все. Смотрите. Это строитель моста. Строитель моста. А это не они, это уже... Это Печора, да, я имею в виду про Устцильму. Я думал, это уже Устцильма на меня смотрит вот так вот. Я помню, что были точно зарисовки из жизни, то есть они там пели что-то, у них были лучи, и эти лучи стояли сзади сцены, и у них безумно крутой, я прям рассмотрел его во всех деталях, контровой свет. Безумно крутой контровой свет. Он стоял под экраном, это вообще моя мечта. Я обожаю контровой свет, когда он работает в тандеме с дымом, когда мы можем задавать силуэты, когда мы можем делать подсвет со всех сторон, это очень круто. Но, к сожалению, вот конкретно в этих моментах, когда вы высвечивали лучом какую-то сценку из жизни, где я должен поверить, что это прямо сейчас там, мать укачивает ребенка, или, я вспомнил, там дедушка учил внука делать заготовки для ложки, потом пришла, по-моему, там его мама или кто-то, и вот такие вот штуки, и каждый раз в световой луч попадал контровой свет снизу. То есть я вижу человека в аутентичном наряде, я вижу, что он занят каким-то очень аутентичным делом, но при этом я также четко могу разглядеть бренд, марку и номер устройства, которое стоит за ними, отражает свет очень красиво, не работает, слава богу, но собственно, какой у меня был минус из Устцильмы. А так... слушайте, проблема с экраном была у Устцильмы, нет? Мне казалось. Нет, у них там в театре это не было. Не было, да, проблемы с экраном? На каком-то... С экраном проблема Усть-Вым. Вот, Усть-Вымский, точно, да. Этажи пропали. У них, да, и почему-то программа начала перезагружаться, и вообще там потом компьютер выключили, оставили рабочий стол, но под конец вроде все наладилось и все выправилось. Ужасно переживал за это все в течение всего представления. Если есть еще какие-то вопросы, друзья наши по онлайну, задавайте их, пожалуйста. Ижемский. Сейчас, постараюсь. Ижемский, круто! Я вспомнил, да, Ижемский. Все здорово, все круто. Вижу традиции, вижу обряды, вижу все. Номера красивые. И вдруг, ближе к концу концерта, у них поехал транспортер. И я думаю, где же он был раньше? Почему он раньше не ездил? У них есть транспортер. Я всю жизнь мечтал в своем учреждении о транспортере. У них живые картинки, все здорово, все красиво, все круто. Но опять же, я не увидел того образного решения. Я не увидел именно образного решения этого концерта. Хотя, вот если бы у меня был транспортер когда-нибудь, у нас в БКЗ только есть. Вот Ижевский. Да, у них же поехал транспортер где-то в середине. Движущаяся лента, то есть динамическая сцена. Люди стоят и едут по сцене. Нет, это Устцильма, по-моему. Нет, это не ткань. Это... Вы имеете в виду круг, который двигался на сцене? Наверное, да. Картинки живые. Это у Ижма. Вот, Ижма. Все правильно, я ничего не перепутал. Они кольцо использовали, кольцо. В смысле? Транспортер. Внешняя Есть нарезка
Ну понятно, да, но сцена крутится, но неважно, для меня, как для зрителя, я увидел, что это транспортер, и вдруг поехали живые картинки, и это невероятно крутое и прием, и как выразительное средство, невероятно крутое выразительное средство. И если бы я мог, я бы, наверное, сделал его как раз тем самым образным решением, которое бы там, не знаю, символизировало время, символизировало там еще что угодно можно было туда заложить, вот. И, по-моему, один раз они проехали, и все. И все. Я не знаю, может быть, дорого? Ну, красиво проехали. Красиво проехали, никто не там. Девочка такая была, я помню, в огромном таком пуховичке, да, было Сани там были. Сани, да, они сидели на санях. Все было очень красиво, здорово, но мне показалось мало. В следующий раз, пожалуйста, чуть больше мне транспортеры. Ну, это как раз, это вкусовщина, естественно, все. Но я считаю, что если есть такое сильное выразительное средство, его нужно обязательно использовать. Так, еще вопросы там есть? Нет? Ну, славьте. Ударский вот у нас, да. Ударский? Да. Так, давайте. Интересная программа, да. Интересная программа. Напоминайте. Не могу Тайны идентифицировать. загадочной Куты. Вначале у нас лес был в прологе, Так. потом вышли люди. Да. И пошла Вашгородская ярмарка. Все театрализовано. Ярмарку. Да, да. Перешел войну, Чубровские Да. ушли на фронт. Потом уже послевоенное время. Ну, то есть тоже по хронологии. И в конце только появились ведущие, и не было... Национальный блок. Да. Национального удара. И Только в конце. только в конце появились... Да. Да. Вот. А пролог у вас... Все, помню, да, точно смотрел. Вы работали с проекционным экраном, да? И там у вас есть проекционный экран? Да, это драмтеатр. Ага. И что на нем мы не можем видеть? Я просто плохо помню. Ну, на экране, сильном экране он работал, конечно же. Как художественный фон? Да. Но он не отвлекал. Не отвлекал, Отлично. Слушайте, ну, если у меня в голове ни за что я не зацепился, значит круто. Это трансляция не Музмира, да? Нет. Это кого-то другого. Музмир просто, что мне нравится, они иногда снимают зрителей еще, и я могу уловить настроение, которое есть в зале. А когда идет съемка сцены... Да, я помню. У вас ведь театрализация была, да? Да, чисто все театрализованное было. Вначале были ведущие, в конце, я помню, да. Сценарий грамотный. Угу. Ну вот, наверное, да, Виктор Михайлович лучше меня расскажет, потому что я... Нет, я просто в двух словах сказал, что все начинается от того, что какую драматургию вы придумаете, какую историю. И насколько грамотно написана подоснова всего, какая история, да, от этого уже фантазия режиссера и, само собой, ваш помощник, который сегодня, к сожалению, не столь часто бывает помощником, а чаще всего бывает соавтором. Это тот, кто наполняет контент. Он должен быть твоим со-режиссером, не автором, просто наполнить его. Вот. Когда у нас будет свободное время, можем поделиться с Александром Григорьевичем, как мы делали мероприятие в Ухте памяти Любы Розе. Вот. И там меня просто убил Эд Гасин, который занимался вот этим контентом, который просто-напросто мне заставил пересмотреть весь режиссерский взгляд на свою же работу и задумку. Вот. И когда он превратился в соавтора, он даже больше сделал, нежели я. Вот в этом случае, говорят, художник по контенту, да, он является сорежиссером. И что касается вот вашего творческого отчета, мне вот он понравился какой-то нежностью необычной. Я ожидал какого-то другого, тем более, что я прекрасно знаю у Стаса маму Политова, да? Ну, Чиркова сейчас она, да? Вот. Ну, сейчас какой-нибудь... Но мне вот вы поразили какой-то определенной природной нежностью. Вот не было какого-то громкого форта, какое-то вот такое пиано нежно-лирическое. И оно меня убедило, потому что вот первые песни, первые творческие отчеты, когда Чуюрова писала «Систем Йой», «Лоява», и вот именно вот то сохранили вы. И вот этот ручеек бегущий, он вот сохранился. По крайней мере, у меня остались приятные впечатления
от видеопросмотра. Вживую я, к сожалению, не увидел. Некоторые моменты я даже перекручивал. Вот, потому что мне понравилась драматургическая основа. Основа сценария, который бы просто осуществили в сотрудничестве, не знаю, сами писали сценарий или с кем-то, сами, да, ну, то есть сами с собой дружили. Да? Очень хорошо. Если кто кому помогает, ну, слава Богу. Вот, ну, просто респект и уважуха. Арсений, вот у нас Меня слышно? Виктор Михайлович. Да. Да, добрый день. Я бы хотела вас попросить, режиссер Усть-Вымского галоконцерта. Вы были, к сожалению, не на галоконцерте, но были на репетиции. У вас работал экран. Да, дайте мне, пожалуйста, ну, ваше мнение. Ну, Марина, если вот так, господи, если мне 60 лет, театр не исполнилось, я, наверное, вспомню. Герасимовская ярмарка, Купец, у нас был реальный герой. Очень хорошо, все очень здорово было, вкусно, но вы ушли от блоковой системы построения концерта. Вот, то есть в некоторых моментах можно было комбинациями заниматься, то есть чтобы был эпизод цельный, чтобы не получилось, что коллектив вышел, отработал, ушел. Вот. И, кстати, это у многих районов болевое место, особенно, я понимаю, что трудно всех стыковать, трудно репетировать, трудно стыковать, монтировать и так далее. Вот. От вашего концерта, Марина, у меня хорошее впечатление, то, что вот вы работали в тандеме не с Музмиром, я забыл эту фирму. Вегас. Да, Вегас. Вот. И прекрасно было на прогоне. К сожалению, говорят, на самом концерте это все ушло. Не все ушло, но частично. Хорошие футажи, грамотные к месту, самое главное. Но за яркостью, за пиршеством света картины терялись люди, терялось на 1/3 само действо, которое было на сценической площадке. Прости, если чем-то задел, Марина, я вижу твой взгляд грустный. Да, Марина, не обижайся. Сейчас. Если Марина подключится... Марина, если вы нас слышите, можете что-нибудь сказать, пожалуйста? Ну ладно. А будет запись этого, нет у них? О, кайф. Я скажу тогда. Мне понравился концерт. Театрализованный. Он был действительно театрализованный, потому что они в самом начале задали семью, у них там была свадьба, он уходит на войну. Все в течение концерта. Это была история одной семьи, которая в конце счастливо зажила. У меня единственное было все время легкое ощущение того, что они все не живые и не настоящие, потому что работали они под фонограмму. Их голоса были записаны, прозаический текст был записан, был в записи. Я, естественно, сначала этого не увидел, потому что у меня, как правило, я себе на проектор вывожу дома и сижу, смотрю, так, еще какие-то дела периодически поделываю. Я бы этого не заметил, если бы не увидел своего студента, который, как я прекрасно знаю, он картавит. А тут он говорил абсолютно четкой речью, с выправленными там всеми нотками. Да. И тут бы тоже сработало, если бы в финале мой студент не начал читать рэп вживую. И там пошло вот уже все рэп, вот это вот все. Но на время, только не для рэпа. Да. Вот. И в конце он начал читать рэп, естественно, своим голосом уже, потому что он вроде как рэпер. Прости, Никит, если смотришь, ты не вроде как, ты рэпер. Вот. И вот это. Мне бы хотелось как раз... Есть крутой прием, есть крутые артисты, не знаю, насколько они крутые, но я знаю, что если у них есть в руках микрофон или здесь рабочая петличка, они могут не только друг с другом поговорить, они не только вживую могут эту сценку разыграть и сделать ее более живой, более близкой людям. Они и с людьми могут говорить, они могут и наконец-то дать вот этого вот самого интерактива и какой-то активизации зрителя, которой не хватало во многих концертах.
Очень хочется больше диалога с аудиторией, очень хочется больше какого-то плавного взаимодействия ненавязчивого, чтобы зритель чувствовал себя частью этого. Возможно, у меня это из-за экрана. То есть я не всегда чувствовал себя частью происходящего, я не всегда мог себя ассоциировать с персонажами. Из-за экрана, скорее всего. Если бы я сидел в зале, наверняка все было бы иначе. Но из приемов, конечно, если актеры и артисты взаимодействуют со зрителем, это всегда хорошо, это всегда приятно сказывается на отдаче артистов и на всем остальном. Так, да. Извините, пожалуйста, у меня вылетел интернет, я ничего не слышала про Усть-Вымский район. Мария, здрасте еще раз. Здрасте. Марина меня зовут. Марина, здрасте. Вы меня слышите? Да, сейчас слышу, да. Я говорил про то, что у вас очень хороший концерт театрализованный, про то, что у вас, я помню ваш ход, я помню, что у вас была семья, у вас был молодой человек и девушка, были ее родители, они поженились, молодой человек, девушка, он ушел на войну, я все это помню. Это говорит о том, что ход был, и он запомнился, и он действительно влиял на общий сюжет. Это хорошо. Но у меня был вопрос к тому, почему они были все афонограммлены, почему они не разговаривали друг с другом вживую. Это был технический момент, потому что на хор надели все петлички. Почему не дали ручные микрофоны? Было бы очень интересно послушать их диалоги вживую. Тогда зрителям было бы намного легче ассоциировать себя с этими персонажами, и, возможно, даже они могли бы каким-то образом активизировать зрителя. То есть немножко уйти в диалог со зрителем. Почему так было? Ну, а почему? Кто запрещает использовать фонограммы в концерте? Нет, ни в коем случае никто не запрещает. Я просто спросил, почему вы приняли такое решение, что они говорят под фонограмму. Не петь, ладно. И почему они говорили под фонограмму? Почему не было живого общения между ними? Ну, потому что сценическая площадка не наша, как вы понимаете, да, то есть это театр, возможности привозить артистов, то есть даже где-то они не успевали, а голос почищен, все как бы на студии сделано, по-моему, все было прекрасно. Мне кажется, это никаким образом не отразилось плохо на зрителей. Отлично. Нет, я рад, если это не Ну, я отразилось. считаю, это совсем не тот момент, на котором как бы стоит зацикливать внимание. Да, просто почему-то мне на видео конкретно это бросилось в глаза, я просто сообщил об этом. Это не то, что плохо, это просто вот мне бросилось в глаза, я хотел уточнить, и я понял, что были такие моменты, все здорово. Вот. А так, очень хорошая, плотная программа, спасибо вам огромное. Виктор Михайлович, вы можете договорить? Я как бы провалилась в интернете Марин, по моменте, по картинке. прошу прощения, что перебиваю. Я лучше тебе отвечу ВКонтакте, чтобы не отнимать время у других, хорошо? Хорошо. Ага, извини, пожалуйста. Угу. Можете рассказать в двух словах? Там были два ведущих молодых, которые как раз они там пытались общаться. Мы ходили, по крайней мере. Они рассказывали о Кайгородском районе, какие у них страхи и легенды существуют. Они рассказывали, синокос там был, пели на каком языке, с косами. Сейчас вы описали практически любой концерт. С косами пели на каком языке. Нет, сейчас я посмотрю, секундочку. Вот, сейчас я сейчас вспомню. Совсем с косами. Ну, конечно. Прям настоящие косы. Да. Мужики еще ходили. Да, я помню, я жутко переживал. Ну, типа, да, то, что кто-то... Да. А в смысле, не настоящие косы были? Нет, в каком-то районе были прям настоящие косы. Вы помните, у кого? Прям вообще огромные настоящие. Мужики еще ходили вот так. Нет, у нас на часовке. Ведущие были в классической одежде, студенты. Да, я вспоминаю. Я, наверное, его одним из первых смотрел. И по драматургии вот не все могу вспомнить. Но помню, что...
не все помню по драматургии. Виктор Михайлович вышел, может быть, он помнит лучше меня. Расскажите, что... По ведущим вспомните. Ну, ведущие разговаривали с залом и говорили, что вы приезжайте к нам, там увидите тритонов, которые ходят в реках и превращаются в мужчин. Они рассказывают о тех легендах, которые были. Вот эту картинку помню. Да, вот мальчик, который пел здесь, молодой человек. Угу. Ну, это люди, которые там, ну, в районе погибли. Ну, вот эти здесь находятся, это Грива, они... А вот этничный праздник Зандештам у них. То есть... Перемотайте там на ведущих, потому что по ведущему знаете. Нет, я вспоминаю эти картинки, просто вот единственное, что я не могу дать какую-то общую оценку. Помню, что программа слаженная, и помню, что ведущие работали хорошо, вот именно как... Мальчики и девочки. Не помню, как общались с залом, но помню, что... Они задавали вопрос, вы видели, вы приходили, вы знаете, вот где они, вот. Да, и финал Мы вспоминаю. делали про край Северных Уралов, то есть я изучила, что это край Северных Уралов. Но мне показалось, что там творческий ресурс такой очень слабый. Даже вот о чем мне показалось. Мне было жалко. Работа благодаря вопреки. Работа великолепная, если бы сами артисты были ну, чуть-чуть помощнее, это было бы очень круто. Ну, не всем так везет, да. Там у них не дружба в районе между коллективами. Ага. Война идет, и очень приходилось бороться с организаторами, которые там предлагали видео прямо отметать. В последний момент я узнала, что они что-то там поменяли. В последний момент они поменяли Вегас на Музмир, это буквально за несколько дней все было. То есть все происходило в последний момент. То есть он состоялся вопреки. Ну, браво, что у вас все получилось, и несмотря ни на какие... Круто, что у нее был стержень, на который можно было насадить даже враждующие коллективы. Сценарная основа. Только мне одной, потому что там больше никого нет команды, к сожалению. Но я думаю, что после этого они наконец-то, может быть, уже стали дружить друг с другом. Да, так и получилось, Марина. Спасибо. Благодаря вам. Спасибо вам огромное. Да. Усть-Куломский район я очень... Усть-Куломский. Сейчас, секунду. Проехать. Так, сейчас. Усть-Куломский. Напоминайте. Локши. Локши душа, верхний вычерчен. Образ такой высоко-большой, на высоте, на человеке. В начале и в течение всего концерта появлялась вот эта душа, благословляла народ, так сказать. У вас, по-моему, все было. У нас нет. У нас перемешка, у нас были стихи специально сочинены прям по форме. Александр Михайлович, а мы можем включить Усть-Кулом? У нас нету почему-то Усть-Кулома. Да вы что? Как так? У нас нет? Вы сейчас почему-то... Нет, а трансляция Музмира есть, наверное. Трансляция-то должна быть. Ну, а тогда давайте так. Арсений посмотрит. Да? Я до завтра посмотрю. Да? У меня сегодня свободный вечер. Сегодня вы Почему вы нас не запомнили? Да, так вот в том-то и дело, да. Всех помните, нас нет. А Виктор Михайлович? Нет, я тоже в этом самом не было раскладе. Да. Нам просто не сбить ссылочку, не прислали, мы посмотрели с У удовольствием. вас 22 мая было или 20? У вас Музмир точно был, да? Да, у нас Музмир. Да, у меня в этот день был свой концерт в Муз-театре. Усинск молодой. А, Усинск, да. Молодой, да, Усинск, браво. Усинск. А мне бы надо, чтобы кто-нибудь напомнил про про Усинск. А вы не смотрели? Там 4-5 ведущих, молодые, симпатичные парни. Эстрада. Они же поют, Они все поют очень и эстрадно. пели, да. Там парень есть какой-то, он то ли бурят, то ли киргиз такой интересный. И у них очень большой блок многонациональный был, прямо огромный блок. Помню И концерт с соседи многонациональным там блоком. были, и прям красивые костюмы, такие яркие, красочные. Единственное, по-моему, у них все было в плюсе, если я не ошибаюсь. Нет. Да. Оля, объяснила уже. Уважаемый Усинск, а у нас есть ссылка на Усинск? Александр Михайлович? Нет, ну вот в этом списке он был?
Да. Нет, Вот. а в вашем нет, в этом вам У меня же такой же список ровно, как у У меня Александра есть Михайловича. ссылка, если что, мы можем... Да, давайте тогда вот Усинск и Усть-Кулом я посмотрю. Тоже Музмир снимал? Усинск. Княж Погосский. Так. О, Княж Погосский район, да. Это концерт 3 часа 12 минут, который. Да, смотрите, 3 часа 12 минут – это в любой культуре очень долго. Это прям тяжело. Очень хорошие номера. Я вижу, с какой любовью относились все артисты и режиссер, который складывал концертную программу. Все это видно. Очень видны традиции, обычаи. Видно, что работали с документальным материалом. Очень большой, если я правильно помню, минут на 40 у нас там был военный блок. Да, причем, по-моему, он даже был в 2 местах, если я не ошибаюсь. Да, он был в конце 1-го часа и в начале 3-го часа, если я не ошибаюсь. Вот. Очень долгий тайминг, поэтому, конечно, трудно оценивать театрализацию, очень трудно оценивать композицию концерта, но спасибо за таланты, здорово. Да. Еще вопрос. А вот именно написали, что сказали не меньше 2 часов. Интересно, Вот, видите, да. Если вам написали, что надо обязательно больше 2 часов, это преступление против человечества. Да. Это кто-то вмешался и написал. Я понял. Я вначале, если вы были, вы подключались к трансляции, я вначале всех спросил, сказали, что по таймингу сказали, около 1,5 часов. У вас получилось 3, это 3 часа творчества, поэтому это в любом случае хорошо. Я видел, у вас периодически, по-моему, показывали зрители были довольны. Не это ли главная цель, если зрителям все понравилось? Мне тоже понравились номера. Единственное, что трудно оценивать вот именно концепцию, театрализацию и режиссуру концерта. Легче взять номер и оценить его. И опять же, блок, если блок был 1 раз, прошу прощения, что сказал, что 2, просто, видимо, показалось. Но блок был тоже очень большой и очень военный. Вот. Но спасибо вам все равно огромное, это большой вклад в нашу жизнь. Есть ли еще какие-то моменты, которые надо говорить именно по данным мероприятиям, потому что у меня еще есть программа, которую мне с вами нужно тоже проговорить, вот, пообщаться по именно режиссуре, вообще по практикам, тоже какие-то интересные видео, может, покажу, если дойдет до этого дела. Мы же сейчас все равно с вами продолжаем. Да, мы продолжаем со мной. Может, сделаем перерывчик? Давайте, да, 5 минуточек, да? Да. Сделаем? Спасибо. Все, 5 минут, тогда в 14:25 встречаемся здесь. Спасибо всем огромное. Хорошо.